Можно, пожалуйста? Нас, к сожалению, сильно пожали по времени. Я не уверен, что удастся рассказать вам все, что хотелось рассказать. Но попробуем, что успею, то успею. Кому будет интересно, там недостающего скажу уже очень. Вот, в частном порядке. Немножко еще раз представлю, чтобы было представлено, с чего я вдруг говорю о таких вещах, которые буду говорить. История моя началась с того, что в детстве делал игрушки, делал для брата, двором играли. Обычно детское увлечение. Профессия это никак себе не представляет. Однако был интерес к тому, чтобы играми заниматься, пошел на программиста, разбираться, чтобы делать компьютерные игрушки. Естественно, в то время это было такое бум. Вот, пошел на дело, пока разбирался с тем, как работают компьютеры, в этом разобрался, в том, как работает человек, а запутался окончательно. Что там у нас в голове происходит, я уже до конца не понимаю. Заинтересовался этой темой. Так получилось, что попал в небольшой коммерческий институт, который занимался математическим моделированием психики и поведением групп. Довольно сложная тема, не просто берется, и в том числе задачи, которые стояли перед институтом, это исследование этих вопросов, и, соответственно, нужно было ставить эксперименты. Как эксперименты ставить над людьми? Вот. Делали игры, в игровой форме ставили определенные задачи, в которой они должны были проявить те или иные качества, которые наблюдатели замечали, и, соответственно, таким образом проводили эксперимент. Это раз. Штука, которая позволит в дальнейшем, в принципе, операция очень похожая на ту задачу, которая стоит перед рекрутерами, когда они отбирают персонал. И об этом я дальше поговорю. Вторая задача. Поскольку институт был коммерческий, и очень быстро деньги, выделенные меценатом на эту задачу, кончились, то нужно было сразу думать, как нам этот институт поддерживать самостоятельно. Мы начали преподавать то, что изучали. Вот. А как людям рассказать сложную информацию? Там, опять же, HR, руководителям компании, там, вот эти все модели рассказывать, им это нафиг не нужно сложно будет. Нужно это было подавать как-то просто. Соответственно, то же самое, применили игровые технологии, начали преподавать в форме игры. Гораздо проще и лучше условия. Об этом я тоже расскажу. И третья задача, которая сейчас больше сфокусирована, она чуть более, может, скучна для тех же HR и тренеров, но мне она более интересна. Это моделирование сложных задач. Как, например, вот, общался в Росимуществе, они говорят, есть проблема, да, нужно повысить доход с бюджета, сбор. Поднимают арендную ставку, возрастает сбор, соответственно, с тех, кто держит недвижимость. Вот. Они, в свою очередь, чтобы штаны не падали, поднимают цену с арендаторов. Вот. Это бьет по карману малого бизнеса, малый бизнес массово закрывается, уходит в тень и так далее, смотрят на результаты, сбор по аренде вырос, а по сборам с малого бизнеса с налогов просили. Вот. И есть такое высказывание, что в сложной системе, очевидно, правильные решения являются неверными, потому что тяжело представить всю совокупность ситуации. И для этого тоже используются игры, чтобы мы могли заранее видеть, что будет, если мы дернем здесь. Вот. Об этом тоже подробнее расскажу. Вот. Соответственно, как уже обещал, буду приводить конкретные примеры, то, как работают те или иные техники игровые в трех основных кластерах. Кластер первый – это оценка компетенций, соответственно, это задача отбора персонала. Кластер второй – это обучение командного образования, когда, наоборот, нам нужно не взять информацию с людей, а передать эту информацию людям. Я не слишком быстро говорю, нормально, вот. И последняя вещь, мне она наиболее интересна, посмотрим, насколько будет интересно вам, это изучение сложных систем, поиск оптимальных решений и тестирование правил. Ну, то есть, например, создает предприниматель бизнес, он прописал бизнес-процессы, все у него замечательно на бумаге, он помещает в эти процессы людей, нифига не работает. Потому что люди не действуют так, как он хотел. Вот. Все эти вещи тоже, тестирование систем на человеческий фактор с помощью игр возможно. Эти тоже мне наиболее интересные задачи. Окей, поехали дальше. Два основных момента, которые нам помогут в этом разбираться. Тут уже буду немножко затрагивать как раз моделирование психики, если у нас остается в голове. Опять же, заранее прошу прощения перед коллегами, которые, возможно, здесь есть, которые профессионально тем занимались, просто чтобы просто об этом рассказывать, буду использовать язык дилетантский. Вот. Основной момент. Мозг не различает фантазию и реальность. Что имеется в виду? Как думаете, каким образом вот у нас вот этот вот орган, который находится в изоляции, вот, у него там ни свет не проникает, ни толком, ни звук только не вибрация. Вот, как думаете, информацию поступившую, он как отличает, какая информация реальная, какая фантазия? Сопоставляет с опытом. Если это было в опыте, значит, скорее всего, это реально. У нас все опыт, вся информация, которая поступила в нас. Еще? Просто мы знаем, что это была рожь. Почему мы это знаем? Нам это сказали.
тоже вариант. На самом деле там более простой механизм, это он берет факт некоторые в памяти и смотрит, сколько к этому факту привязано деталей, ассоциаций и так далее, насколько насыщен переживаниями, ощущениями этот факт. Чем более он насыщен, тем более он реален. То есть из этого, например, получается такое ощущение, что мы когда-нибудь сделаем 5D, игры, в которых там человек будет ощущать физически, на запах, на слух все, что он переживает в игре, вы замучитесь потом этого человека объяснять, что это было понарошку. Проблема шизофрении, вот такой страшной штуки. То, что у человека настолько детализированы его собственные фантазии, что он начинает путаться, где фантазия, а где реальность. Вот. И оттуда... То есть последняя детализация. Да, вопрос в детализации. А так, по большому счету, мозгу все равно, получил он этот опыт с помощью игры, или он получил этот опыт в реальной жизни. И это можно использовать. Вот. То есть, грубо говоря, поиграли вы в бизнес, или прожили вы реальный бизнес. Если модели соответствовали, об этом чуть побольше говорю, то опыт получен для мозга равноценен. Вот. Играем понарошку, чувствуем по-настоящему. Опять же, сейчас вот вылетел, к сожалению, из головы компания, вспомнил точно скажу, крупная компания, у них было слияние нескольких компаний, и был вопрос о том, что придется уволить часть сотрудников. И они заранее играли в этой компании в увольнении, чтобы люди эмоционально пережили всю эту ситуацию. И когда уже пришла ситуация, они уже восприняли гораздо легче, потому что они уже это пережили в игровой форме. Все, этот опыт в мозгу есть, другим это решен. Вот. Следующий момент, который нам здесь поможет. То, что игра, по сути, это есть некоторая упрощенная модель реальности. Что есть модель? Мы берем некоторую ситуацию, выкидываем из нее те факты, которые считаем не очень важными, несущественными, оставляем только то, что нужно, и на этом смотрим. Насколько у нас работоспособная модель, зависит от того, насколько правильно мы отобрали факты, насколько правильно мы заметили между ними взаимосвязи. Вот. Соответственно, если мы берем некоторую модель, например, тут изображена военная игрушка, какие-то реальные военные тактики можно здесь опробовать. Естественно, тут не учитываются какие-то мелкие нюансы. Но тут уже, опять же, все зависит от глубины и сложности модели, которую мы используем. При этом ошибки виртуальные, ошибились, ничего страшного. А опыт, который получаем, исходя из предыдущего стола,